Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о хронике дорожно-транспортных происшествий в Казани. Все остановились, вот эти уже, поток уже поехал, он не остановился. На проспекте Победы в одно и то же время произошли две серьезные аварии. Обиделся, ушел домой и вернулся уже вооруженным. Там уже была скорая, уже вызвали милицию. В Набережных Челнах задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка. Нарисовал уголовное дело. Я не знал. Не знаю, что это объект исторического наследия. Да. И если бы я знал, я бы точно не рисовал. В Казани судят 26-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в повреждении объектов культурного наследия. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Серьезный затор образовался на пересечении проспекта Победы и улицы Минска в результате столкновения «Лада» 7-й модели и Hyundai Solaris. Предварительно оба участника аварии нарушили правила дорожного движения, несвоевременно выехав на перекресток. Кто спровоцировал аварию, попыталась разобраться Алия Хайрудинова. А где водитель «семерки»-то? Не знаю, может, убежал, здесь был где-то. Да, он нормальный, не трезвый? Не знаю, Ну, адекватный хотя бы. Ну, адекватный человек на красный свет выезжает. Ответственность за аварию водитель Hyundai переложил на шофера отечественного автомобиля, считая, что он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Вследствие этого «Лада» протаранила правую сторону корейской иномарки. Семерка на красный свет выезжает. А, вы поворачивали? И он на красный выехал. Все остановились, вот эти уже, поток уже поехал, он не остановился. Второй автомобилист с места происшествия никуда не убегал и дождался сотрудников госавтоинспекции. Говорить свою версию на камеру он не пожелал. Ничего говорить не буду. Но, как признался водитель Hyundai, он тоже выехал на перекресток, нарушив правила дорожного движения. Двигался по проспекту Победы в сторону улицы Зорге и на перекрестке с Минской повернул налево. Хотя такой маневр в этом месте запрещен. Молодой человек согласен с нарушением правил и готов заплатить за него штраф. При этом в ДТП виновным себя он не считает. Доказывать свою правоту ему придется уже автоинспекторам. Не исключено, что вину за аварию могут возложить на обоих водителей. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллина, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Не вписались в поворот. Крупная авария произошла вечером на проспекте Победы. Столкнулись Fiat Doblo и Lada 12 модели. От удара иномарку отбросила на зеленую зону, где она снесла дорожный знак. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако один из автомобилей получил сильные механические повреждения, из-за чего покинул место аварии лишь с помощью эвакуатора. Как все произошло, расскажет Анна Городнова. А не вы участники ДТП? Нет, не мы. Изначально причастность к аварии ее участники отрицали, но с приездом автоинспекторов мужчина признался, что управлял автомобилем «Фиат». А вы же вроде сидели в «Фиате», нет разве? Сидели. Никто нам комментариев не даст. По предварительной версии, «Фиат» двигался по проспекту Победы от Солнечного города в сторону улицы Зорги по правому крайнему ряду. Решив свернуть на дублирующую дорогу, не заметил «Ладу» 12 модели, которая также двигалась по автобусной полосе. Отечественный автомобиль тоже заезжал в этот поворот. Из-за недопонимания автомобили столкнулись. От удара водитель «Фиата» потерял управление, снес дорожный знак и остановился только на зеленой зоне. Не видели, кто, как, откуда двигался? В результате происшествия никто не пострадал, а вот о «Ладе» такого не скажешь. После удара она потеряла возможность двигаться своим ходом. Ее увезли на эвакуаторе. В случае, если никто не признает вину, обоих водителей ждет детальный разбор происшествия в госавтоинспекции. Анна Городнова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Volkswagen Polo попал под бетономешалку на улице Меховщиков. По рассказам очевидцев, многотонник ехал по главной дороге. Водитель иномарки, выезжая со второстепенной, не стал ему уступать, видимо, считая, что успеет закончить маневр. Но не успел. В итоге грузовая машина буквально проехала по капоту легковушки. Предварительно никто не получил серьезных травм. А в Елабужском районе жертвой аварии стал лось. Смертельный наезд на животное произошел на автодороге Елабуга-Гори-Абалачи в районе полуночи. Как установили инспекторы, 23-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, после чего сбил лося. С места аварии был госпитализирован 32-летний пассажир. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и рану лба.
17-летний житель Набережных Челнов скончался от ножевого ранения в грудь. Напал на него, как считает следствие, 29-летний местный житель. За несколько минут до убийства между мужчиной и компанией подростков разгорелся конфликт. После словесной перепалки подозреваемый отправился домой, где вооружился ножом и битой. Айрат Назипов продолжит. Жертвой нападения стал 17-летний местный житель. Молодой человек учился в колледже, проживал в старой части города в благополучной полной семье. В тот роковой вечер парень вместе с друзьями гулял возле Дворца культуры на проспекте Мира. Именно там все и началось. Открыла полный экран, начала наблюдать. Там уже была скорая, уже вызвали милицию. Вот тут вот они сидели, куча ребят. Но я особого внимания даже не передавала. Пока кто-то из родителей мне не сказал, что у вас там на территории ДК творится. Я сразу открыла. Там уже было завершение всего. По предварительной версии, во время прогулки молодые люди увидели прохожего, который ругался со школьниками. Тогда подростки решили за них заступиться, что крайне не понравилось 29-летнему мужчине. Разгорелся конфликт. Тогда, как считает следствие, предполагаемый злоумышленник убежал домой за ножом и битой. Вернувшись туда, откуда все началось, предполагаемый злоумышленник нанес одному из своих обидчиков ножевое ранение в область грудной клетки. Рана оказалась смертельной. Молодой человек скончался на месте. Нападавший был задержан по горячим следам. Вину свою признал частично. В настоящее время проводится необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый официально не трудоустроен, проживает в общежитии поблизости. По заключению экспертизы в тот момент он был в трезвом состоянии. Расследование уголовного дела продолжается. Айрат Назипов, Ляйсан Ханова, Фанис Ихсанов, Ленар Султанов. Вызов 112. Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьниц. По рассказам 7 девочек, предполагаемый злоумышленник с декабря 2017 года по февраль 2018 недалеко от школ Нижнекамска снимал штаны и показывал несовершеннолетним девочкам свое достоинство. Со слов детей составлены 2 фоторобота. На вид подозреваемого 37-55 лет, европейской внешности, роста около 175 сантиметров. Был одет в черную куртку с капюшоном, на голове бейсболка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, стражи порядка просят сообщить по номерам, указанным на экране. По данному факту в настоящее время Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Разрисовал объект культурного наследия. В Ахитовском районном суде рассмотрели дело в отношении 26-летнего Павла Булыгина. Жители Нижнего Новгорода обвиняют в том, что мужчина в марте этого года, будучи нетрезвым, нарисовал граффити на стене одного из зданий в Казани. Позже выяснилось, что это было историческое здание МВД. Мужчину задержали, свою вину он признал лишь частично. Почему, узнает Нафиса Минязова. Приехал просто посмотреть город. Как вам Казань? Погода была не очень, и вообще все так сложилось. Еще до судебного заседания молодой человек делился воспоминаниями о том вечере. Отметил, что в марте приехал в Казань из Нижнего Новгорода полюбоваться красотами города. Чтобы развеять скуку, в пасмурную погоду решил выпить, а находясь в районе парка Черного озера, вспомнил, что у него с собой были баллончики с краской. Решил разрисовать несколько зданий, только выбрал, как оказалось, не те. Один из них был объектом культурного наследия. Я не знал. Не знаю, что это объект исторического наследия? Да. И если бы я знал, я бы точно рисовал. Тем более, как я знаю, там главное направление МВД. И у нас главное направление находится за забором, до него вообще не добраться. А там просто, как я понял, там была просто белая стена. С тех пор жизнь молодого человека сама наполнилась красками, только уже не яркими. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Подозреваемого задержали через неделю в родном городе. Вычислить его помогли камеры наружного видеонаблюдения. Кроме того, на стенах здания он не забывал и упомянуть о себе. Ну вы вину признаете, что действительно там разрисовали здание? Ну да. Если я здесь нахожусь, я бы мог сейчас уехать куда-нибудь или прятаться. На судебном заседании зачитали обвинительное заключение. По материалам уголовного дела общий ущерб, нанесенный всем объектам, превышает 18 тысяч рублей. На старт процесса явилась только одна потерпевшая, представитель управляющей компании. На суде она заявила, что в случае возмещения убытков претензий к потерпевшему иметь не будут. Подсудимый обещал отдать деньги всем, кто пострадал от его рук. Следующий процесс состоится уже 13 сентября. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.